Всем привет из солнечного Крыма. Ялта на связи. Вот такая красота у нас. Сегодня первый день, вот елка горит вся. Сегодня у нас какое там 11 декабря. И так горит он дальше там, елочка. Сегодня у нас прогулка вечерняя после тренировки. Пройдемся по набережной Ялты до Приморской набережной до конца. Сейчас вот сдалека вот так вот, да. Обалдеть, елка. Прикольно. Вечером где-то плюс 8. Плюс 8 где-то. Днем было теплее. Днем было где-то плюс 12 где-то. Сейчас где-то плюс 7, плюс 8 ветер. Так, ну как пойдем? Пойдем левее, правее. Наверное, правее. Пойдем до Приморской набережной. Попьем там кофейка. Вот такая красота. Шары. Шары. Фонтаны. Шо, какой ветер. Люди все равно в такую погоду гуляют, прохаживаются. Ветер в Крыму, если дует зимой, то это просто капец, как холодно, блин. Особенно если вот на набережной с моря, если ветер, то это просто жесть. Сейчас, может, зайдем в магазинчик. Тут один наш, если он открытый. Открытый вроде бы. Так, ну что, продолжаем гулять по набережной. Елка сдалека уже-то видна. Сегодня будний день, что-то не включили, то не включали в будние дни. А это включили. Некоторые магазины уже закрылись. Это вкусно до 8, все уже закрываются. Вкусно и точка.
На роликах катаются. Зонтики знаменитые. Ялтинские зонтики. Ювелирка работает еще, девчата. Тут что-то ремонтируют балкончик. Застеклят, что ли, не? Не, низ ремонтируют. Низ. Море тихо, не штормит. Сегодня хотел прокатиться на велосипеде, но пошел дождь. Хотя по прогнозам на 2 сайтах дождя не показывало. Интересно, там на Приморской набережной елка горит, уже зажгли или нет? Ту елку уже все, да, которая центральная, основная, зажгли уже. О, музыкант готовится. Что-то как-то непонятно. Выходной день был, в воскресенье, а он... что-то его не было, или в воскресенье, или в субботу не было. Она где-то в каком-то месте еще выступает. Может, в какой-то кафешечке. А это вот будний день он вышел. Елочка, гори, елочка, зажги. Вот здесь классное место. Вкусная кухня. Так что такие делишки. Идем на Приморскую набережную пить кофе. Это тут открыли место новое. Чи в том году, чи в этом году. Мир бургер. Постоянно крутят музон. Таким образом людей к себе созывают. А раньше здесь другое было заведение, кафе. Так что эти то работают, то не работают. Красота. Да, все уже новогоднее. Все уже такое. Все в этом году прям раньше он тоже. Елочка. В этом году прям раньше елки поставили. Раньше, чем в том году, раньше, чем позатом году. В общем, чуть ли уже не с 1 декабря будут уже елки ставить. Когда они начали ставить? Числа 5 или какого? Или 3? Что-то такое.
так люди все равно, да, прохаживаются туда-сюда, туда-сюда, гуляют. Ну, сейчас, конечно, уже, да, приезжих мало очень. Ближе к новогодним будут люди ехать, отдыхающие. На новогодние праздники. А сейчас пока так, да. Одни местные. Вот на моноколесе катается. Холодно, да. Так вот в погоду в такую кататься, как, конечно, на мотоцикле, на моноколесе холодно очень. На велосипеде ты как бы... О, и тут уже все. Зажгли уже везде елочки. На велосипеде ты хоть педали крутишь, ты хоть как-нибудь там согреваешься. А на моноколесе, на мотоцикле, на мопеде там никак ты не согреешься. Там надо одеваться. Очень тепло, очень тепло. Ну тут такая, да, маленькая, небольшая. Что тут есть люди? Ну так, чуть-чуть он сидят, столик два. Совсем чуть-чуть окна запотели. Жара. Жара стоит. Море спокойное. Штиль. Тихо, спокойно. Так что терраса наша работает. Можно было пойти туда, попить кофейка. А можно и здесь попить кофейка. Сидят люди на улице, даже он пьют кофейки, чайки, глинтвейны, алкоголь. Тут уже магазины позакрывались. Что там строит этот? Что он там чинит, строит? Что он там этот кран тут? Непонятно. Может, какой день он там стоит. Тут что-то ремонтируется. Спасибо. Спасибо. Мальчик предлагает печенье. Тут тоже позакрывались уже до 8. В будние дни только больше работают. Эти до 11, нифига себе. А сейчас везде людей мало. В будние дни, да, мало везде. По одному столику, по 2 столика. Это выходные дни. Местные по кафешкам сидят. А сейчас, да, кофейня вот тоже
неплохая. Мы пойдем в этот Эклер. Он что он там ремонтирует. Кран этот. Поглядим сейчас. Непонятно, что он там стоит. Штиль. Тут тоже никого. Никого. Приморская набережная. Вечер. Идем домой. Вот такая елочка даже здесь есть. Самокат кто-то припарковал. Летают самокатчики. Попили кофейка с эклерчиком. Фу, хорошо как. Что-то тут работает. Для кого не работают, если никого нету. Он светится сдалека. Ялта. Интурист. Эх, сейчас бы в бассейн. Кстати, вечером я ни разу не плавал в бассейне. Там надо исправить. То все время днем. Вечером по-своему интересно. Когда подсветка горит. Ну, вечером может и не так много людей. Последний раз я был где-то дней 10 назад. Или даже, может, 2 недели же где-то прошло. То некогда было, то по делам там ездил. В общем, да. Не всегда получается ездить в бассейн. Елочка. Получается 3 елки, да. 1, 2, 3, не 4 даже. Вот в самой Ялте, вот здесь именно 4 такие елочки. Поменьше, побольше, побольше и побольше еще прям. Красиво, да. Молодцы. В Ялте украшают. Что-то там говорили за Феодосию, что как бы особо ничего не украшают. В Алушту надо еще съездить, посмотреть, что там за обстановка сейчас. Как там сейчас. Ну, я только днем, в принципе, езжу. Днем только смогу посмотреть, а вечером, конечно, да. Можно поехать остаться. Можно даже поехать в одну сторону. Ну, там дорога, вот это делают. Дорогу эту, блин. Там не очень. Ну, хотя, может, уже сколько уже прошло. Может, уже
большую часть сделали. Надо, в общем, ехать, да, смотреть. Можно чисто на один день поехать и так выйти вечерком там поснимать, посмотреть, как они там что поукрашали. Да, можно поехать. Даже могу на велосипеде чисто поехать. Поехать туда, снять там номер в отеле какой-нибудь классном с бассейном, с подогреваемым. Переночевать там, да, и на следующий день поехать назад. Также можно сделать так. Ну да, чтобы посмотреть вечером, как там горит, что елка, там все это, инсталляции все эти. Так что такие делишки. Щелкунчик, Ленинград. Это хотел купить себе DJI Osmo 6, штатив такой, стабилизатор. Но там, блин, надо скачивать программу. Она в App Store ее нету. Без этой программы особо не работает. Так что он сдалека аж видно. Нифига себе. Елочка. Сдалека так видно. Шикарно, шикарно. Штиль, да. Штиля мы сейчас отсюда фотографию сделаем. Ну-ка. Все, пошли. Пошли дальше. Да, штиль вообще. Красота. Море. Спокойное. Интересно, что там завтра дождь будет. Нет, можно было съездить завтра в Гурзуф прокатиться. Ну, в Гурзуфе нету ничего. Елки, по-моему, нету там. Там ее, наверное, негде ставить. Может быть, там на площади, где я кофе пою, может быть. Но летают. Капец, без перчаток даже. Холодина. Через пару дней похолодание, плюс 5 в Крыму, плюс 2, что даже до 0 местами. Для Крыма эта погода зимой, конечно, не постоянная. В основном зимой плюсовая всегда, но от плюс 7 где-то и до плюс 12. Вот в пределах в этих держится зимой температура.
Ну, в Сочи я был вот зимой. Там чуть теплее, да. Там где-то на 2-3 градуса теплее. И по температуре все равно теплее из-за того, что влажность там другая. Там больше влажность. И поэтому теплее. Вот. Ремонт идет полным ходом. Подкрашивают, подбеливают. Все дела. Даже вечером. Срочно, видимо. Тут ветер, блин, дует, капец. Зонтики. О, кафешка уже закрылась. Плов. Восточный быстро. Ну, плов у них тут обалденный, да. Вечерний плов просто супер. С компотиком там, да, ты шо. Просто прекрасно. Восьмиклассница. Сколько там? +8. Ну, как я и говорил, +7, +8 где-то. Да. Ну, ветер, да. С ветром, конечно, холоднее еще. Да нет. Блядь, возьмешь. Ну, сука, я беру. Литуаль еще работают, девчонки. Продают. Полным ходом продажа идет. Вот такая красота, вечерняя Ялта. Да, Ялта, конечно, как ни возьми, Ялта самый красивый город в Крыму. Взять ту же Феодосию, там, Судак, там, Евпаторию, там, не. Ялта красивее всех. Алушта даже взять. Ну, в Алуште тоже ничего, но все равно в Ялте лучше. Ну, елку, конечно, да, они украсили хорошо. В Алуште, да, тоже зелено, так все, тоже большая набережная. Но как-то все равно Ялта как-то, не знаю, то ли расположение ее, то ли, может быть, вот эти пальмы все. По Алуште идешь, там как-то пальмы, не помню, они где-то дальше там от набережной, там кипарисы рядом с набережной, ну прям возле набережной, а тут пальмы. По набережной слева и справа. Все-таки да. Ялта, да. Ялта город счастья. Вот так. Не зря ж так говорят названия и все это. Фух.
Красавица, елка. Она еще... А, то ветер. То ветер ее так шатает. Я думал, еще вертится на 360 градусов. Вертится. Крутится, вертится наша елочка ялтинская. Красивая, красивая, да. Людям решили праздник устроить за 3 недели до Нового года. Ну, ставят вообще к этому, чтобы к 19-му было готово. Ну, прям уже поставили вообще в этом году намного раньше. Шикарная, шикарная, просто огромная такая. Красота. Девчонки фоткаются. О, собака. Собакин сидит. Замерз бедный. Пара-пара-пап. Все, идем к мэрии. Идем к мэрии на 4-ю елочку. Да, прям елок. Ох, какой ветер, капец. Холоднющий. Просто жесть. Ух. Сколько там мы идем? 11 минут с Приморской набережной. Да, вот сюда за 11 минут дошли. Не спеша, в принципе. Да, ветер, блин, как подует, так просто. Капец какой-то. Сразу не 8, а градусов 2-3 ощущается. Холодно, да, холодно. Курточки какие-то новые повесили. Каждый раз что-то меняют. Одно сняли, другое повесили. Разнообразие, чтобы было. Вот и мэрия.
Девчата бегают, играются. Балуются, балуются. Фонтаны уже все на зиму. Выключили фонтанчик. С Новым годом, ничего себе. Было ж написано Ялта. С Новым годом теперь. Ну все, до новых встреч в горах, на трассе и на набережной.